привет, с вами я, Феликс, и это передача Драйв. Сегодня мы поговорим о... Сегодня мы поговорим о здоровой спине и покажем упражнения, как сохранять спину здоровой. Для того, чтобы заниматься профессиональным спортом, нужна здоровая спина, и поэтому мы сегодня пришли к Алексею. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Феликс. Начнем, конечно же, со стоп. Стопы – это наша основа, наш фундамент. И первое упражнение будет просто прокатывание. Будем давить на мяч и прокатывать его до центра пятки. От основания второго-третьего пальца давим и прокатываем. Так мы налаживаем проприоцепцию между стопой и нашим мозгом. Детям полезно, потому что сейчас дети одевают обувь и ходят по ровной поверхности. А стопа должна постоянно приспосабливаться к неровным поверхностям. Это ее основная функция, основная задача. Ноги мы размяли, что мы будем делать дальше? Дальше переходим мы на тазобедренный сустав. И первое упражнение у нас будет – это тазовые часы. Мы должны уметь шевелить тазом, наклонять его в задний наклон и в передний наклон. И поехали вперед и назад. Движение происходит, движение тазом. Я тебе покажу упражнение, как оно выполняется, а потом ты выполнишь сам, и я тебе подскажу. Итак, ложимся на ролл в районе грудного отдела. Таз поднимаем от пола, кистевой замок. В этот замок кладем голову, шею, локти вверх. И теперь мы начинаем раскрывать грудной отдел. На вдохе касаемся головой пола. Складываю руки в кистевой замок, как я делал лежа. Ставь их за голову. Локти закрывают лицо. И теперь очень нежно на вдохе прогибайся назад. Делай вдох. И на выдохе возвращайся обратно. Локти закрывают лицо. И на выдохе обратно. Мы вам показали только малое количество упражнений. Это небольшая база упражнений, с чего можно начать. А по сути упражнений очень много. И поэтому надо приходить в студию, учиться с тренером. И потом уже или дома, или на улице эти упражнения использовать. И чувствовать себя всегда здоровым. Спасибо, Алексей. Вечером встречаемся на групповой тренировке. Которую мы сегодня провели, это тренировка функционал. Функциональная тренировка для развития всех физических качеств. Такие как координация, баланс, тяга, отжимания, потом кор идет и холистика. Чем отличается взрослый фитнес от детского? Главное отличие заключается в том, что учитываются возрастные особенности детей разных лет. И физически развитые дети менее склонны к набору лишнего веса и проблемы, связанные с ним. Такие проблемы, например, как плоскостопие, искривление позвоночника у детей, хорошо корректируются в раннем возрасте, и регулярные тренировки позволяют с помощью специальных упражнений помогают ребенку исправить и вовремя скорректировать всевозможные отклонения. А когда лучше приходить на тренировку, утром или вечером? Если у тебя позволяет время ходить утром, можно и утром. Занятия проводятся детские и утром у нас, и вечером. Поэтому там уже выбирайте сами. Как вам удобно, так и ходите. Спасибо, Алексей, за полезную информацию. Приходите к нам, и мы поможем вам стать здоровыми.